Салимец из Бедустар. Добрый день, ребята. Урок русского языка и литературы. Параграф номер 60. Бывают ли у слов родственники? Итак, мы начинаем с вами изучать новый раздел 6 «Язык и обучение». Тема «Бывают ли у слов родственники?». И сегодня на уроке вы узнаете о словообразовании имен существительных, об основных способах их образования, научитесь образовывать существительные, используя различные способы словообразования, определять значения морфем и выделять их в составе слов из художественных текстов. Итак, ознакомьтесь с группой родственных слов. Какая общая часть слова их объединяет? Объясните лексическое значение каждого слова. Итак, слова общаться, общение, общительный, общительность, необщительный, необщительность, малообщительный. Итак, общая часть в данных словах – это корень «общ». Лексическое значение каждого слова. Общаться, взаимодействовать, вступать в контакт, обмениваться мыслями, чувствами и информацией. Общение – процесс взаимодействия между людьми, передача информации, эмоций и идей. Общительный человек, который легко устанавливает контакты, любит общаться. Общительность – качество человека, выражающегося в склонности к общению. Необщительный человек, который избегает контактов, не любит общаться. Необщительное свойство характера, заключающееся в нежелании общаться. И малообщительный человек, который редко вступает в контакт с другими, не слишком любит общение. Итак, в русском языке существует три основных способа образования существительных с использованием приставок и суффиксов. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный. Итак, давайте рассмотрим каждый из них. Суффиксальный способ образуется при помощи путем прибавления корню суффикса. Допустим, баскетбол, прибавим к нему суффикс «ист», и у нас получается совершенно другое слово. Баскетболист. Заступ. Добавляем заступаться или заступник. Шар, шарик. Второй способ приставочный, тоже путем прибавления приставок. Без порядок, если к порядку прибавить, к приятелю приставим приставку не, неприятель. Заголовок, подзаголовок. Приставочно-суффиксальный, когда мы добавляем и приставку, и суффикс. Было окно, а стал подоконник. Была борода или бород, добавили приставку суффикс, получилось подбородок. Итак, упражнение номер 1. Выразительно прочитайте отрывок из басни Крылова, вспомните ее персонажей. Это мы проходили в самом начале года, в первой четверти. Кому из них принадлежат эти слова? Какая часть слова передает выделенные существительное, уменьшительно-ласкательное значение? Выпишите их и обозначьте морфемы. От каких слов они образованы? Итак, слушаем. И говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки. Какие перышки, какой носок. И верно ангельский быть должен голосок». Итак, этот отрывок взят из басни Ивана Андреевича Крылова «Ворона и лисица». Данные слова принадлежат лисице, которая хитро льстит вороне, чтобы та уронила сыр. Определение уменьшительно-ласкательных существительных: голубушка, глазки, перышки, носок, голосок. Итак, здесь все выделено. Голубушка, корень голубь, ушк, суффикс, окончание «а».
глазки, глаз корень, к суффикс и окончание. Перышки, пер корень, ушк суффикс и окончание. Итак, уменьшительно-ласкательное значение придают слова специальные суффиксы. Ушк, к, ок. Учимся применять правила. Чтобы определить способ образования слов, рассуждаю так. Подберезовик, гриб, растущий в березовом лесу, значит слово подберезовик образовано от слова березовый, из которого взята основа берез, и к которой одновременно прибавлены приставка под и суффикс ик. Следовательно, подберезовик образовано приставочно-суффиксальным способом. Упражнение номер 2. Выпишите в 2 ряда существительные первого и второго склонения. Какое значение придают суффиксы ист, щик, тель, ка, йор данным существительным? С любыми 3 существительными составьте различные по цели высказывания предложения. Расскажите об одной из профессий. Первое склонение. К существительным первого склонения относятся существительные женского рода с окончаниями «а-я». Журналистка, фигуристка, шахматистка, спортсменка. Ко второму склонению относятся существительные мужского рода и среднего рода с окончаниями «а-я», «о-е». Водитель, боксер, крановщик, лифтер, строитель, программист, воспитатель, шахтер, учитель, часовщик, контролер, таксист. Значение суффиксов «ист» обозначает человека, занимающегося определенной деятельностью, профессией или спортом. В данном случае